В Симферополе состоялась презентация первого в Крыму исламского интернет-радио. Интернет-вещание начало радио Ирфан Духовного управления мусульман Крыма. Для республики это пока еще новинка, которая, по мнению организаторов, найдет своего слушателя и займет достойное место в сетке интернет-вещания. Над созданием радио трудилась команда Духовного управления мусульман Крыма. Сотрудники муфтията подготовили цикл различных программ и рубрик. Доброго начала и успешной работы всем, кто делает радио Ирфан, пожелал муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. İnsan ne yaparsa bir insan kendi kendisine yapar. Zarar da, fayda da. Bir millet ne yaparsa kendinden başkasına hiçbir vakit yapamaz. Zarar getirmek isterse kendine getirir, fayda getirmek isterse de kendi milletine getirir. Onun için herkes emin olsun. Yapan işine çok düşünsün, en azı 50 yıl güne baksın, 50 yıllık bir plan program koyacak, ona göre de hayatını ve milletinin geleceğini düşünecektir. Allah kolay getirsin, Allah hepimizden razı olsun ama ne yapsanız mutlaka ana vatan, toprağınız, dininiz, milletiniz, diliniz için mutlaka zerre kadar da olsa bunu yapmaya çalışınız. Allah hepinizden razı olsun. Идея о создании исламского интернет-радио возникла давно. Почти год кропотливой работы, определения контента, подготовка программ, прослушивание и многое другое. Идея, с которой к команде муфтията обратился заместитель муфтия Крыма Исадулла Баиров, постепенно реализовывалась и вот стала реальностью. На сегодняшний день слушать интернет-радио Ирфан можно в режиме онлайн на сайте Духовного управления мусульман Крыма. Кроме того, разработано мобильное приложение. Радиомыздың өкінде бұйық бір мақсатлар қойылды. Муфти бейіміздің бұйық бір ұзақ бір мақсат қойылған еді. Hem dinimizin temellerini saklayacak, hem halkımızın halk olarak kalması, tiklenmesi ve inkişaf etmesini saklayacak, hem de konumuzun tendensiyalarına, trendlerine uygun olacak şekilde yapacaksınız deyip bir maksat koyulgan edi. Başlangıç hazırlanış formatında biz bu maksatқа eriştik ama elbette ki oğlumuzda uzun bir yol vardır. Bu radyonun yaşayıp da bu maksatқа erişkenini ya da erişmeye tırışkanını herkesке göstermektir. Onun için inşallah bütün komandama bu radyonun etrafında ve yanında durgan, yardımcı olgan, gecesini gündüzüne bağlayıp çalışkan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Презентацию посетили гости, глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленур Абдураманов и депутат Госдумы Российской Федерации от Крыма Руслан Бальбек. Также преподавательский состав Крымского инженерно-педагогического университета, представители молодежных общественных организаций и преподаватели Азовского медресе исламских наук. Для нас, для крымских татар, это большое событие, для мусульман Крыма. Поэтому всех поздравляю, событие неординарное, и чтобы дальше идеи, проекты, которые бы рождались бы в стенах Духовного управления мусульман Крыма, также находились вот такую вот поддержку и реализацию со всех сторон. Еще раз поздравляю. Харлоусон. В ходе праздника прозвучали иляхи, религиозные песнопения в исполнении заслуженного артиста Республики Крым Рустема Меметова. Иляхи также исполнили известный крымско-татарский музыкант Бекир Адилов и имам Кибер-Джами Эдем Люманов. Порадовали гостей своим выступлением участники детского ансамбля «Иманет» и победители конкурса стихов, посвященных пророку Мухаммеду, Яны Баар. Кроме того, гости мероприятия приняли активное участие в викторине, ответили на вопросы ведущих, и каждый получил призы и подарки. Радио Ирфан повествует о религии ислам и образе жизни мусульман. В программе радио около 50 передач, которые транслируются на русском и крымско-татарском языках. В перспективе планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий. В сетке вещания актуальная информация и новости мусульманского мира, программы, повествующие о жизни пророка и его сподвижников. Также это уроки крымско-татарского, арабского и английского языков. А еще интернет-радио Ирфан будет рассказывать о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники. Здесь же советы психологов, сказки для детей и, конечно же, нашиды, восхваляющие Аллаха и религию ислам.
В ходе праздника звучали поздравления, искренние пожелания творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и совершенствоваться. Программы разные. Программы в первую очередь о духовности, о религии, о основе ислама, о истории ислама, пророке Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно же, у нас есть программа про крымский язык, про крымскую историю, про различных деятелей крымско-татарской культуры. Также мы изучаем различные языки. Конечно же, мы не обошли стороной интересные факты и научные интересные открытия. Это и есть радио Ирфан. Это огромный, я думаю, сегодня такое значение, огромный вклад, который только мог сделать муфтият. Вот огромная благодарность от лица университета и всех крымчан. Бүгін пек бөле белі бір күн Қырым татар халқы үшін, Қырым мұсылманлары үшін, чүнки бөле бір баста пейді олғаны, о миллет үшін пек бүк еметі бар. Бізді яныдан, қайтадан динімізге ашламақ үшін, динімізді біздің ішімізде пекітмек үшін бүк баста болacak. Меніңше мына бұл миллет телеканалы, Vatan Sedası radyosu beraber bu radyoda pek büyük emniyeti olacak. Şu radyoda çalışan adamlarga muvaffakiyetler, o'z işlerinde sadıklık, gayret dileyim ve elbette kolumuzdan gelgen kadar yardımcı olmağa hazırmız. Bu zamanеvi bir texnologiyaların İslam dinine karşı olğanın bu pek kuvvançlıdır ve bu nasıl diye next stage deyirler buna dini dağıtması için bu pek kuvvançlı bir haber ve İrfan radyomuzda pek çok muvaffakiyet dileyimiz. Allah yardımcı olsun, Allah'a emanet olunuz. Начало положено, значит, будет продолжение. Впереди много интересной работы, увлекательных эфиров, много открытий и новых идей. Радио Ирфан – это еще одна ступень в познании нашей религии и еще один аккорд в ярком многообразии звуков Крыма. Зера Эмирсуин, Дилавер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.